Когда мы вспоминаем или только открываем для себя ту страшную войну, то перед нами встают образы дедов и прадедов, погибших на фронтах или еще живущих рядом с нами, образы всем известных маршалов и генералов. Но есть среди них также и те, про которых можно сказать легенда. И этот человек – Бауржан Мамушулы. Сегодня мы просто обязаны поговорить об этом человеке. Героями не рождаются, героями становятся. На войне нужна не только храбрость, но и навыки, и они у Бауржана были. До войны Бауржан работал старшим консультантом Казахстанской республиканской конторы промышленного банка, служил в особой краснознаменной Дальневосточной армии. И в июле-августе 1938 года в должности командира батареи участвовал в боях с японской Квантунской армией у озера Хасан. После начала войны в Алмате началось формирование 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Бауржан Мамушулы назначается на должность командира стрелкового батальона 1073-го Талгарского полка. В сентябре 1941 года дивизия строит оборонительные рубежи в районе Малой Вишеры. В октябре 1941 года дивизию Панфилова передают в состав 16-й армии и бросают под Волоколамск. Батальон Мамушулы вел бой у деревни Матрёнино и на 3 дня парализовал в этом секторе движение немцев. Будучи отрезанными от основных сил дивизии, комбат самостоятельно вывел свой батальон из окружения. За бои в районе Волоколамска дивизию Панфилова переименовывают в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Бауржан назначается командиром 19-го гвардейского полка. В конце ноября 1941 года полк Бауржана 4 дня оборонял деревню Соколово. В бою он получил ранение, но руководить своими людьми продолжал, отказавшись от госпитализации и отправки в тыл. В январе 1942 года 8-я гвардейская стрелковая дивизия была передана в 3-ю ударную армию Северо-Западного фронта, где вела бои с дивизией СС «Мертвая голова» в ходе Демьянской наступательной операции. В этих боях Мамушулы была реализована тактика беспокоящих ударов, когда по 6 деревням, в которых держали оборону фашисты, в течение одной ночи наносился ряд ударов сначала с одной, потом с другой стороны. У врага складывалось ощущение, что они сдерживают крупное наступление советских частей, а на самом деле вели бои с одним потрепанным полком Бауржана. В феврале 1942 года 19-й гвардейский стрелковый полк участвовал в контрнаступлении под Москвой. В начале 1943 года Бауржан убывает в тыл в связи с последствиями полученных ранений. В мае 1944 года, как перспективный офицер, он был направлен на курсы военной академии имени Ворошилова. Возвращается на фронт в январе 1945 года в должности заместителя командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии. В марте 1945 года, наступая в районе Перекулья в Латвии, бойцы под его командованием прорывают 3 линии обороны немцев и освобождают ряд населенных пунктов Курляндии. После войны до 1955 года офицер находится на военной службе, руководит веренной ему дивизией, а после преподает в военной академии имени Молотова. В 1955 году выходит в запас, занимается литературным трудом, пишет прозу о войне. А теперь еще один интересный эпизод. В свое время лидер кубинской революции Фидель Кастро прочитал книгу советского писателя Александра Бека «Волоколамское шоссе». С тех пор грамотный комбат стал кумиром Фиделя, и он очень хотел с ним встретиться. Так, в 1963 году Бауржан Мамушулы посетил Кубу. Умер легенда советских войск, советского и казахского народа в 1982 году в Алматы. Звание Герой Советского Союза ему было присвоено в 90-м. Вот такой был человек, несгибаемый, умелый, бесстрашный, с четкой жизненной позицией и правильным воспитанием. Человек-легенда.